Здравствуйте, смотрите в сегодняшнем выпуске. В Туркменистане прошли военно-полевые учения. С 1 по 15 июня в школах Туркменистана пройдут выпускные экзамены. Туркменская делегация изучила возможности сотрудничества с вузом США в области коневодства и другие новости. В Балканском вилаяте Туркменистана состоялись масштабные военно-полевые учения с участием представителей различных родов войск и правоохранительных органов. На учениях подразделения вооруженных сил отрабатывали задачи по обезвреживанию диверсионных групп условного противника, отражению воздушных атак и обеспечению территориальной целостности страны с применением новейших цифровых систем управления и беспилотных аппаратов. Основная цель маневров – повышение боевой выучки. В общеобразовательных школах Туркменистана с 1 по 15 июня пройдет пора выпускных экзаменов. Выпускникам предстоит сдать 4 экзамена, 3 обязательных и 1 профильный. 1 июня выпускники 11 классов напишут сочинение по родному языку и литературе. 5 июня во всех школах страны пройдет письменный экзамен по алгебре и началам анализа. Устные экзамены по обществоведению и профильному предмету состоятся в школах по их графикам. Делегация Международной академии коневодства имени Абаанаева из Туркменистана посетила город Уилмор в штате Кентукки, США, с целью налаживания сотрудничества с университетом Эсбери в области коневодства. В состав делегации вошли посол Мирет Аразов, проректор Сейтмурат Атаев, а также коневод и тренер Аман Башимов. В честь Международного дня защиты детей в Ашхабаде пройдет концерт с участием молодежного симфонического оркестра и объединенного детского хора. Мероприятие начнется в 15:00 1 июня во дворце Мукамов Государственного культурного центра Туркменистана. На сцене выступят 110 талантливых молодых музыкантов из молодежного симфонического оркестра и около 120 участников объединенного детского хора. Билеты на междугородний автобусный маршрут Ашхабад-Аваза-Ашхабад поступили в онлайн-продажу в мобильном приложении Шахерара Билет. Напомним, что сезонный автобусный маршрут начнет действовать ежедневно с 1 июня. 1 июня в киноконцертном центре «Ватан» состоится инклюзивный фестиваль «Планета детства», посвященный Международному дню защиты детей. Организатор фестиваля – общественная организация «Енме». Начало фестиваля в 15:00, вход свободный. Специалисты из Кореи вновь опровергли влияние знаков зодиака на жизнь человека. Исследователи изучили 8 ключевых показателей благополучия: счастье, уровень депрессии, стресс, удовлетворенность работой и финансами, здоровье и семейное счастье. Результаты оказались неутешительными для любителей астрологии. Влияние знака зодиака не было достоверно установлено ни для одного из параметров. Конгресс Колумбии проголосовал за запрет корриды на всей территории страны. Законопроект принят подавляющим большинством голосов – 93 за и 2 против. «Мы не считаем, что пытки и жестокость могут быть частью культуры», – заявил сенатор Хуан Карлос Лосада. Соперник национальной сборной Туркменистана по второму отборочному раунду чемпионата мира 2026 команда Гонконга сменила главного тренера. Новым наставником назначен 44-летний австрийский специалист Вольфганг Луисер, который сменил на этом посту Йорна Андерсона, проработавшего в должности 3,5 года. Луисер возьмет на себя обязанности главного тренера, возглавив команду в предстоящих отборочных матчах чемпионата мира против Ирана и Туркменистана. В 5-м туре отборочного этапа чемпионата мира 2026 туркменские футболисты встретятся 6 июня в Ташкенте с Узбекистаном, а в заключительном матче квалификации сыграют 11 июня дома с Гонконгом. На сегодня это все. Желаю вам хорошего завершения дня. Увидимся завтра. И не забывайте, что Туркменпортал – ваш самый надежный источник новостей.